История произошла в 80-х годах. У одной женщины умер муж, когда она была молодой, и ей пришлось одной воспитывать 4 сыновей. Старшему сыну тогда не было еще и 11 лет. При жизни отец очень старался и обеспечивал семью всем необходимым, а после его смерти мать взяла все заботы на себя. Она отдавала все свое время уходу за детьми, их воспитанию и обеспечению. Мать работала днем и ночью и в одиночку переносила все трудности. Днем она работала, а по вечерам готовила еду на всю семью. После полуночи она падала от усталости и засыпала, а затем вставала рано утром, чтобы приготовить детям завтрак, одежду и все необходимое. Удостоверившись, что все в порядке, она отправляла детей в школу и с нетерпением ждала их возвращения. Она была готова все выдержать, глядя на то, как подрастают ее детки. Так в работе и хлопотах проходили месяца и годы, дети росли, а мать все заботилась о них. Даже после того, как дети стали совершеннолетними, мать продолжала помогать им. Она взяла на себя все расходы на их образование, одежду и питание, а потом искала для них место работы и помогла им жениться. Когда ей было уже за 60 лет, она осталась одна. Тяжелый труд в течение многих лет не прошел бесследно, и ее парализовало. Тогда дети собрались вместе и приняли решение смотреть за матерью по очереди. Со временем ее здоровье ухудшилось, и она перестала разговаривать. Невестки грубо обращались с ней и часто говорили обидные слова, а она терпела все эти унижения. К тому же сыновья, о которых она заботилась со дня их рождения до женитьбы, когда они уже стали самостоятельными, вместо того, чтобы защитить мать и взять на себя заботу о ней, стали перекладывать ответственность друг на друга. Их жены не были готовы к заботе об их больной матери, и сыновья стали ссориться друг с другом, передавая мать друг другу как обузу. Однажды, когда настал черед младшего сына, оказалось, что они с женой приглашены на вечеринку к друзьям. Сын не хотел пропускать развлечения и не знал, как быть с матерью. Он позвонил старшему брату и сказал, что у него назначена встреча, и он сегодня не может сидеть с матерью, и что отправит мать к нему. Тогда братья стали ругаться, и старший брат сказал, что не откроет дверь, если он сегодня привезет ее. Несмотря на это, младший все же привез ночью мать к старшему брату. Он долго стучал в дверь, но старший брат не открыл. Тогда младший громко крикнул: «Тут у дверей сидит твоя мать! Я оставляю ее и ухожу!» И ушел. Мать все видела и слышала. Слезы текли по ее щекам. Она не могла ни двигаться, ни разговаривать, и не в силах была что-то сделать. Никто так и не открыл дверь, и не подумал о том, каково там матери, хочет ли она пить, есть, спать. И это после стольких лет стараний. В ответ она получила от сыновей равнодушие и жестокость. Так она сидела у дверей и вспоминала свою жизнь. Она говорила себе: неужели это мои дети, которых я так любила, стараясь уберечь от всех неприятностей? Сколько раз они будили меня по ночам и просили пить или еще что-нибудь. Я так радовалась их радостям, и мне было так больно, когда им было больно. Жизнь прошла, как мгновение, и я осталась в одиночестве, холоде и голоде. Утром старший сын открыл дверь и увидел, что мама умерла. Не причиняйте боль своим родителям. Сказано в Коране, в суре 17 Аль-Исра, в аяте 23. Смысл: относитесь к родителям с добротой и не говорите им «уф», а обращайтесь к ним ласковыми словами. Наказание может быть уже и в этой жизни. Не дайте родителям чувствовать, что они вам больше не нужны. Позвоните матери, может быть, ей что-то нужно. Навещайте родителей, живите вместе с ними, дарите им тепло, внимание и ласку.
Они нуждаются в вашем внимании. Не бросайте их. Ваши дети видят, как вы относитесь к родителям, и могут поступить с вами точно так же.